Hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Динара? Muy bien. И tú? Muy bien. И на этом знание испанского языка Динара заканчивается. Теперь просто тему будем разбирать мы. Глагол haber означает есть. Означает, Кушать как и глагол имеешь. есть. Нет, не кушать, а когда мы их, Находиться. да, находиться. Давайте посмотрим, как мы его используем, да? Мгм. В какой формате мы используем. Глагол haber, для того, чтобы указать, когда есть что-то, мы его используем как hay. То есть глагол в инфинитив форма есть haber, но его мы меняем и остановится на hay. Типа больно. Да, но смотри, на испанском языке есть три вида hay. Есть Мгм. hay, есть ahí и есть ay. Так, ай, понятно, слышно разница. А остальные ай-ай, в чем разница? Смотри, ay, ну дайте самый легкий. Ahí это значит про место, например, там, чтобы указать место для указания. Ay это, например, буква H, это глагол haber. Как Мгм. раз то, что мы будем рассматривать сегодня. Мгм. И I без H значит, это, например, как ты рассказала, когда нам больно, когда Мгм. нам больно, мы говорим ай, да? Да. Если мы порезались, мы говорим ай. Вот, Мгм. это без H. Интересно, хорошо. Класс. И сразу вопрос, Стивен, в чем разница между estar и haber? Вот сейчас мы будем это рассматривать. Мы будем использовать глагол haber, точнее ай, когда мы можем считать вещей, да? Например, мы используем ай плюс Мгм. Число. считаемые вещи. Например, hay un pájaro en el Мгм. balcón. То есть есть один птица на балконе. Петица. Птица. Окей, hay un pájaro en el balcón. Есть один птица в балконе. Или на Ага. балконе. Одна птица? Да. Ну тогда будет есть одну птицу. Одна птица. Окей, есть одна птица на балконе. Окей, мы здесь можем читать, да, сколько птиц есть. Мгм. Еще пример. Hay un hotel por aquí, hay uno en la calle Arenal. То есть есть гостиница около здесь, есть один на улице Arenal. Понятно? То есть Да, здесь заметили, что мы используем, например, hay плюс un, да? Тоже Мгм. может быть un мужской род, а если женский род, una, да? Hay una. Окей. Мы тоже можем использовать множество число, да? Hay unos, hay unas. Можем тоже использовать, например, с числами, да? Hay dos, hay tres pájaros, допустим. Есть три птицы на балконе. Окей. И если мы хотим говорить, что нет птицы, мы говорим no hay, да? Мгм. Например, no hay плюс ningún, да? Ningún это никакой. Мгм. То есть нет никакой птицы, Мгм. допустим. Вам кажется? No hay ningún hotel en esta calle, допустим. Да. Нет Мгм. никакой гостиницы на этой улице. Окей. Тоже мы можем использовать, если мы используем но, отрицание, в единственное или в множество число, Мгм. естественно. Окей. Тоже мы можем использовать глагол hay с несчитаемыми вещами. Например, Мгм. какие? Какие вещи несчитаемые, Динара? Ну, если вот, типа, как в английском языке, это те слова, у которых только одна форма. Типа, как деньги, сыр. Ага, да. Правильно? Например, вода, agua, да? Мгм. То мы же не можем считать, сколько agua у меня здесь в руках, да? Да. Вот. И тогда мы используем тоже hay плюс на существительное. Но в данном случае будет без никакой число, да? Мгм. Например, hay agua en el suelo. Есть вода на полу. Или no hay mucha mantequilla. Нет много сливочного. Сливочное масло? Да, сливочное масло. Окей. Например, мы тоже можем использовать вопросительные местоимения. Например, cuánto, cuántas, да? Мгм. Плюс на существительный и плюс глагол hay. Мгм. Например, cuánta leche hay en la nevera. Сколько молоко есть в холодильнике. Мгм. Окей. Давайте тогда посмотрим, что мы можем использовать глагол hay для того, чтобы указать, например, вопросы о существовании что-то или кого-то Мгм. в определенное место. Мгм. Например, hay una frutería aquí, por aquí. Frutería это... Магазин фруктов, да? Да. То есть есть магазин фруктов где-то здесь, Да. рядом. Мгм. Или hay pan. Есть хлеб дома? Да. Ага. А почему ты Ну, просто... здесь без кочки. Ну, просто здесь непонятно. Ну, все, я уже понял, в какой ситуации. То есть Мгм. hay pan, sí, hay dos barras. Есть хлеб, да, есть два
батона. Окей. То есть мы здесь говорим про существование именно определенных вещей, да? Мгм. Окей. Мы можем использовать тоже глагол «hay» для того, чтобы спросить про ситуацию, да, Мгм. про которую мы не знаем. Мгм. Например, «Donde hay un estanco?» «Donde hay un kiosco?» То есть где киоск? Где есть киоск? Да, мы не знаем, если его вообще есть где-то рядом здесь. Да? Мы вообще спрашиваем, где его есть. Да? То есть мы используем «donde hay». То есть самое главное здесь, что мы для того, чтобы спросить ситуации, про которых мы не знаем, да? Мгм. Не только ситуация, про место тоже, «donde hay un kiosco», Мгм. или про именно определенные вещи, например, «donde hay un Sberbank?» Мгм. O, por ejemplo, например, donde hay una panadería cerca, где есть пекарня рядом здесь. Мгм. Мгм. Это самое главное от этого глагола. Ну, здесь все просто. Я для себя определяю, что апестар отличается тем, что эстар — это являться, а абер — это означает находиться. Да, еще я хочу обратить внимание о том, что мы с глагол haber, мы не используем артикули никакие, то есть после глагол haber, или hay, точнее, мы не используем артикули такие, как la, lo, el, los, las. Не будет артикулей, Никогда. не будут. Entonces, no, por ejemplo, hay los perros, нет. Всегда Ну, читаем hay unos perros, да? Ну, потому что мы же спрашиваем про какие-либо, а не конкретные, правильно? Мгм, да, да, поэтому после глагол hay нет артикуля. Мгм. А, например, Именно lo, las. естественно, я невольно сравниваю с английским языком. Ну, это автоматически происходит, потому что языки все равно чем-то похожи, да? Вот в английском языке there are, да? Ну, вот, допустим, они могут спросить where are the dogs? Где находятся Мгм. эти собаки? Да, конкретные. В испанском языке donde está же в этом случае, правильно спросить? Да, ¿dónde están Ну, вот тогда можно сказать артикли los perros? определенные. Мгм. Ага. Да, А если мы спрашиваем I, это в мы имеем в принципе, виду есть ли? какие, да, В какие-либо, принципе, да? да, А какие. может, их нет, да? Итак, ребят, теперь понятно, да, почему после I мы используем только неопределенный артикль una, unos, unas, потому что мы спрашиваем о каких-то гипотетических предметах. Вот. Спасибо большое, Стивен. Хочешь пример, мы можем... Очень хочу. Давай тогда 46.3. Нам нужно использовать либо положительное, либо отрицательное. Но I agua. Мгм. Ну, ява. Это сразу ты уже напиши, что и покупать, да, в продукте. Например, это, кстати, это мы говорим так на испанском языке. Если, например, говорят, давайте сделаем лист, какие продукты нам нужно покупать, да. И вот человек смотрит и говорит, no hay agua, no hay tal, no hay... Hay mantequilla, hay queso, hay 6 huevos. У вас это виноград. М, Hay unas uvas. То почему? Смотри, здесь мы его можем считать, да. То Ага, есть мы говорим про количество, все, да. поняла. Извини, все, поняла теперь. Виноград можем посчитать. Ну да, то есть мы не именно почитать, но мы говорим, что есть у нас конкретно. Хорошо. Ребята, запомните, в испанском языке виноград могут посчитать. Все, не обсуждайте. Так. А что на русском нет? Ну, мы говорим обычно, типа, виноград. Всегда у нас, мы не говорим винограды. Вы не говорите виногради, Нет, мы не говорим. Ну, это как в английском языке всегда виноград во множественном числе grapes. а у нас наоборот всегда множество число. У вас. Ну, как grapes в английском. Ага. У вас всегда во множественном числе. Вы не говорите уба. Уба. Это если только одна. Виноградин. То есть, да. Итак, короче, ребят, вот то, что я помню, да? А что такое исчисляемые и нечисляемые существительные? Короче, исчисляемые – это те, которых есть у существительного обе формы. Допустим, да, единственное число и множественное число. Допустим, яблоко, яблоки. А неисчисляемые существительные – это не те, которые мы тупо не можем посчитать. Нет, не запоминайте так. Это те существительные, у которых нет обеих форм. Обеих имеется в виду и форма единственного числа, и форма множественного числа. Соответственно, допустим, деньги всегда в множественном числе в русском языке. Виноград, да, всегда в единственном числе в русском языке. Это все неисчисляемые слова, существительные в русском языке. И, естественно, что-то может быть схоже, да, допустим, dinero всегда в единственном числе, правильно, в испанском языке? Dinero – единственное число. Вот, это, соответственно, неисчисляемое существительное, правильно? Угу. И с данными существительными мы не используем неопределенный артикль un
уна, унос и унас. Мгм. Да, вот виноград в испанском языке у нас имеет и форму единственного числа, и форму множественного числа, уба, убас. Поэтому мы обязаны сказать унос, убас. Unas uvas. Итак, hay unas uvas. Мгм. Hay tres naranjas. Слава тебе, Господи, что в испанском языке числительные не меняют свои формы Да. на женский и мужской род. Ну, здесь все просто. Platos, plátanos. Это что у нас? Plátanos это может быть бананы. В смысле, может быть? Просто, например, в тропических странах, как и в Колумбии, Бразилии, Мгм. Эквадор, там у нас есть другие виды бананы. И с этими бананами мы можем приготовить. То есть они не фрукты, но мы его используем для кухни. И это мы называем plátanos. Что ты здесь какую-то сказку рассказываешь, Стивен? Подожди. Есть разные виды бананов? Да, смотри, вот есть бананы, да, Ну. тоже на испанском будут bananos. Бананы, bananos. Мгм. А plátanos в Колумбии, в Эквадоре, в Бразилии, no, в Бразилии по-португальски, я не знаю, как будет. В Венесуэле тоже. И есть plátanos. Plátanos мы его используем для того, чтобы приготовить. А в России то, на что кухне. продается, это бананас. Это бананас? Я хрен знает, здесь спрашиваю. Ты меня сейчас запутал вообще. Нет, в России его почти нет. Его провозят из Латинской Америки, но здесь по-другому называют. Подожди, в России мы называем бананы бананами. Бананы бананами? Итак, вот я иду в магазин в России, я вижу банан, я Мгм. это банан. Да, это банан. И по-испански это как? Это банано. Да. А платанос что за фигня? А плátano это как другой вид бананы, да, но мы его используем для приготовления. Стивен, я вот сейчас открыла Google картинки, и для меня это одно и то же. Нет, видно, по внешности видно, да. Но если ты его попробуешь, это совсем разное. Хорошо, ладно. Ребята, Попробуйте я сошла с ума. бананы. Я сошла с ума. Попробуйте платанос. Да, если найдете. Но hay Мгм. unos plátanos. Почему у нас? Если Ну, их вообще нет. В этом случае вообще не используем никакой артикль. Да. Но hay plátanos. Мгм. Класс, это для меня откровение. Век живи, век учись. Потому что нет никаких, да. Хорошо. И то же самое, если не было бы виноград, мы говорим, no hay uvas. Поняла, хорошо. Давайте закончим. 9 и 10. No hay zumo de naranja. Мгм. No hay yogures. Мгм. Йогурес – это йогурт? Йогурт. Йогурт. Sí. Мгм. Хорошо. And I'm crazy, but you make it. Loca. Итак, ребят, поставьте плюс, кто хотел бы, чтобы я взяла интервью у Стивена про его жизнь, как его занесло вообще в Россию, что он делает помимо преподавания испанского языка, есть ли у него женщины и так далее. Поставьте плюс. Чем больше плюсов вы поставите, тем выше шанс, что мы возьмем интервью у Стивена. И, ребята, реально тема легкая. Мы ее затянули, потому что просто хотели поржать. Я считаю, что надо всегда... Короче, уроки должны быть веселые, если они скучные, пошли они нахрен. И скажи, пожалуйста, Стивен, какую следующую тему будем разбирать? Следующая тема, мы будем рассматривать контраст между haber и estar. Ребята, делайте репост наших видео, особенно когда вам смешно. Ну и, конечно же, ставьте, щедры будьте на лайки и вообще продолжайте изучать испанский язык. Адиос. Adiós a todos. Say